Находил объявления в интернете, предлагал несуществующую работу, входил в доверие и просил перечислить деньги. Меньше месяца понадобилось сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить подозреваемого в телефонных мошенничествах, на уловку которого попадались жители республики. Чтобы задержать злоумышленника, оперативники отправились в служебную командировку на юг страны. Продолжит Иван Волков. Последний эпизод стал ключевым в раскрытии серии преступных действий, доставленного в Чувашию подозреваемого в интернет-мошенничестве. Злоумышленник позвонил по объявлению жителя Чебоксар, занимавшегося отделкой помещений, и представился сотрудником ГИБДД. Он предложил чебоксарцу сделать ремонт в здании госавтоинспекции, а заодно попросил перечислить ему на сотовый телефон 5000 рублей, купить коньяк, конфеты для коллег и привезти все это на личную встречу. Житель Чебоксар вовремя сообразил, что общается с мошенником, и рассказал о случившемся полицейским. Телефонный разговор с аферистом был продолжен, но уже в присутствии оперативников. Алло, да здравствуйте еще раз. Я все вот возле терминала сейчас. Банкомат или терминал? Ну, банкомат, да, банкомат. Значит, так, заходите, платежи, перевод, мобильная связь, Билайн. Платежи и переводы. Так, Нашли? Билайн. Билайн, да. Нашел. Текстовый номер, будьте внимательны. Хорошо. Вы мне, получается, факт строительства сразу придадите денежные средства, правильно? Да, честь только обязательно, Роман, обязательно честь. Все хорошо, обязательно. Честь на руках будет, трубочку не ложите, честь на руках будет. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение житель Краснодарского края. Чувашские полицейские выехали в служебную командировку на юг страны, где предполагаемый преступник был задержан и доставлен в Чувашию. А почему именно Чебоксары? Да вот не знаю, по странному стечению обстоятельств дурному. Знал бы, никогда бы не позвонил. В отношении 61-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории России.